Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор, волонтер Юлия Краснова. И сегодня у нас в гостях Алина Манадова, участница СВО, ветеран боевых действий, сержант запаса, руководитель учебного центра тактической медицины БГМУ Минздрав России. Здравствуйте. Здравствуйте. Алина, когда и кем вы участвовали в специальной военной операции? Я участвовала в специальной военной операции, подписала контракт в октябре 2023 года на полгода и вернулась уже весной, в апреле 2024. А кем вы были? Я работала на группе эвакуации раненых бойцов своего подразделения, батальона. А где располагались вот эти подразделения? На Луганском направлении, это недалеко от Лисичанска. После того, как мы эвакуировали ребят, мы везли их туда, в госпиталь первого эшелона. Он находился около 6 километров от линии фронта. А что приходилось делать? Я компоновала аптечки для ребят, то есть собирала. У меня был кабинетик в подвале такой, гуманитарная помощь поступала, я формировала для ребят аптечки, проводила для них инструктажи при поступлении в отряд и выезжала на эвакуацию вместе со своим водителем и с группой эвакуации. Когда одна с водителем, когда вместе с ребятами. Вот здесь на фото это как раз-таки показаны ваши будни. Да, вот как раз-таки это мой кабинет. Это вы оборудовали подвал, получается? Да, это... Под лазарет? Это именно был кабинет, но еще потом мы построили, ребята мне помогли, мы сделали лазарет. Гуманитарная помощь поступила с кушетками, мы все там расставили, мне ребята занесли печку, я там даже побелила стены. В общем, все, там был полноценный лазарет, а вот здесь именно находился мой кабинет, где я вновь поступившим выдавала аптечки ребятам и какие-то медицинские процедуры делали. Вот несмотря на такие спартанские условия, да, это подвальное помещение, все равно чисто и относительно уютно. Да. За этим следили сами, наверное. Довольно уютно было. На самом деле ребята готовились к моему приезду. И вот стены мне побелили в комнате. Достаточно уютно было. Отдельную комнату мне выделили. Елочку нарядили? На Новый год привезли елку мне. Я так хотела елку, они привезли елку. И мы вместе ее наряжали. Такие теплые достаточно воспоминания. И все мои мечты были в тот Новый год о том, чтобы по рации не прозвучало о том, что у нас есть раненые, и чтобы эта ночь была спокойной. Вы в своем подразделении были первой и на какой-то промежуток времени единственной девушкой среди мужчин. Это, скажите, больше вызов или преимущество? Конечно, ребята поначалу говорили мне, что я и недели здесь не выдержу. Но я отработала свой контракт, всегда старалась принести пользу максимальную и выезжала и в госпиталь помогать, когда понимала, что очень много раненых и мало медицинских работников, и там нужны очень руки. Когда было время, я старалась по возможности, если бойцов своих привезла, раненых убеждала, что с ребятами все в порядке, дальше их эвакуировали. Я дежурила в госпитале и помогала. Медицинские работники – это проводники между жизнью и смертью. Алина, вам большое спасибо и всем нашим медсестрам, врачам, тех, кто как раз-таки вытаскивает с того света наших бойцов. Сильные и хрупкие. Вы удостоены медали Луки Крымского за спасение жизни участнику СВО. За что эти награды? Мне вручили ее за то, что по моему приезду сразу на второй или третий день ночью был стук в дверь в 3 часа ночи. И мы поехали забирать ребят в точку эвакуации прямо на поле. И вот тогда мне было очень страшно. И был огромный высокий КАМАЗ бронированный, на котором мы поехали за нашими парнями. Это была самая-самая первая эвакуация. Я никогда это не забуду. Боец, который был рядом со мной, взял меня за руку просто и тащил за собой. И я с такими глазами ничего не понимаю. Чернота, вот эта вот обстановка вся накаленная. А потом уже 2-я, 3-я, 5-я эвакуация. Я уже сама впереди шла. Алина, у нас есть видео, где вам с гуманитарной помощью приходят письма. Давайте
послушаем. Здравствуйте, Иголочка. Вам пишет Федорова Маша, ученица губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья. Мы с ребятами из своего лицея написали письмо-послание вам, потому что я только могу представить, насколько вам сейчас страшно. Я использую слово «представляю», потому что понимать, насколько вам тяжело, невозможно. Невозможно понять проблему человека, не проходя его путь. Я могу лишь только представлять, как вам трудно. Я уже видела все ваши достижения до этого. Хочу сказать, что вы большая умница. Я люблю вдохновляться такими людьми, как вы. А сейчас вы не только лидер и лучшая молодежь Оренбуржья. Сейчас вы великий герой. Защищать свою родину, свой дом, свою независимость – это неотъемлемая часть жизни каждого гражданина нашей великой России. А еще я хочу сказать, что уверенность в победе, истинная любовь к своей родине латает победу. Как трогательно вы читали, и сейчас у вас слезы даже. Ну, и на самом деле мне написали ребята из Оренбургского лицея для одаренных детей. Они прям весь класс написал мне письма. Это было очень приятно. Но я хочу сказать, что герои все вообще, кто не остается равнодушным к тому, что происходит. Те, кто плетет мозг-сети, те, кто здесь помогает в тылу. Мы все герои здесь. Все не остаемся равнодушными к тому, что происходит. И если сравнить с ребятами, которые там уже 4-й год, то я считаю, что мой вклад — это просто капелька в море по сравнению с тем, что парни там сейчас находятся уже какой год в холодных окопах и защищают нашу страну, и отстаивают интересы нашей страны. И они действительно достойны уважения. Алина, а письма из Башкортостана с гуманитарной помощью приходили к вам? Да, конечно. Приходили письма со всех городов России, начиная от Оренбурга, Башкортостан, Москва, Питер. Со всей страны приходили письма, а ребята их вешали у себя в окопах. Можно было зайти прямо иногда, как в галерею, к некоторым. И они еще читали письма именно от своих детей, когда им дочка мне прислала письмо. И много было возрастных мужчин там, они относились там как внучки ко мне. И вот, дочка, прочитай мне, вот письмо написали. И это очень грело душу. На самом деле это очень важно. Письма настолько огромную силу имеют, это не передать словами, это очень ценно. Вы работаете в Центре тактической медицины БГМО. Что вы там делаете, чем занимаетесь? Учебный центр тактической медицины занимается обучением оказанию первой помощи в условиях чрезвычайных ситуациях, то есть как гражданского характера, так и военного времени. Обучение проводят профессиональные инструктора по специальной программе повышения квалификации. То есть мы учим оказывать первую помощь именно когда случилось ЧП, экстренная ситуация, авиакатастрофы, пожары, военные действия, прилеты. А кто может пройти обучение? Могут пройти обучение все желающие. Основная часть обучения у нас проходит для наших студентов и ординаторов. И также мы берем еще на курсы гражданских лиц. Алина, вы проводите инструктажи для будущих участников СВО. Что вы говорите? Мы вместе с командой проводим инструктажи небольшие для будущих участников, которые отправляются на фронт, рассказываем ребятам, как оказать самопомощь и взаимопомощь, какой должен быть состав аптечки, какое нужно снаряжение для того, чтобы выполнять боевые задачи. Поднимаем моральный дух, общаемся с ребятами на разные темы и отвечаем на их вопросы. Рассказываем о том, что нужно сделать в первую очередь. А где это происходит? Это происходит на базе Черемушки в центре «Защитник». А к вам может обратиться любой желающий? Те, кто 100% поедет на передовую, и мы уже, подписавшим контракт, едем и проводим с ними занятия. Вы приняли участие в кадровой программе «Герои Башкортостана». Вы уже прошли собеседование? Пока еще нет, я жду, когда меня назначат. Готовитесь? Волнительно? Немного. Ну а основная ваша цель, чего хочется, о чем мечтается, и, наверное, планируете потом продолжить вносить вклад в развитие республики с помощью этой программы? Конечно. Мне хочется сделать что-то для людей. Ну, сейчас, вот в ближайших планах, я хочу поехать в составе бригады 1-й юрты, помогать
вместе с женщинами Башкортостана в госпиталях, оказывать помощь нашим бойцам. Возможно, вернусь на фронт. Я никогда не перестану повторять, в Башкортостане золотые женщины. И бесстрашные, если вы говорите о второй командировке в зону СВО. А как родные-то реагируют? Вот они сейчас посмотрят эфир, а может быть, они об этом даже не догадывались. Даже представить не могу. Я надеюсь, что они не посмотрят эфир. Потому что Не получится. первый раз Телеканал БСТ смотрит во всех районах и городах нашей республики. Даже на СВО, я знаю. Да, ну, первый раз я скрыла, куда я поехала. Потом уже пришлось, конечно, рассказать, потому что другого пути не было бы. Меня бы никуда не отпустили. На уроках мужества, которые вы проводите в школах, в университетах, о чем вы говорите, что вы рассказываете? Я рассказываю о подвигах наших российских солдат, об их самоотверженности, о том, что нужно любить свою страну. На самом деле самое важное — понимать, почему они там. Можно просто говорить, да, о том, что они там, но самое важное — почему они там и к чему мы идем. Я доношу всегда на уроках мужества до студентов, до молодежи о том, что они должны ценить то, что они имеют. Не у всех есть возможность вот так жить, как сейчас мы живем здесь. Я знаю, как люди живут там, как они спускаются в подвалы и без света. И на Новый год нам привозили гуманитарную помощь от благотворительного фонда, и мы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки развозили детям подарки. Это дети без света в домах, но со светом в сердцах. Они радуются шоколадке, радуются сладким подаркам. Такое счастье у них это вызывает, что им уделили просто внимание. И то, как там живут люди, не дай бог, чтобы мы жили здесь, чтобы наши дети видели это. Вы активно участвуете в различных форумах. Совсем недавно, в частности, у нас был форум для военных хирургов. Мы обменивались опытом и знаниями вместе с врачами, которые работают в военных госпиталях на самых различных направлениях. Я в качестве спикера рассказывала о своем опыте работы по оказанию первой помощи, и они делились уже, как они осуществляют эту помощь в госпиталях. На самом деле очень важно, как ты оказал первую помощь с самого начала, потому что от этого зависит дальнейший исход. Чем качественнее будет оказана первая помощь, тем легче будет врачам в военных госпиталях. Там были ребята, которые работают и в Бурденко, там лежали наши бойцы. Нам было о чем поговорить, и на этой встрече присутствовал глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Это было в Уфе? Да, из это было в других Уфе. регионов кто приезжал, какие гости? Были гости со всего Приволжского федерального округа, совсем с разных городов. А патриотизм для вас что? Любовь в первую очередь. Любовь к своему краю, к своим родным. И все начинается с любви. Алина, большое спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Было приятно пообщаться. Спасибо. А мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях была Алина Мананова, участница СВО, ветеран боевых действий, сержант запаса, руководитель учебного центра тактической медицины БГМУ Минздрав России. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.